Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. И мы продолжаем наши замечательные видео по адвент-календарю Таро. И сегодня у нас 6 декабря. Расклад, смотрите, по схеме Кельтского креста. Здесь представлен расклад. Ваша жизнь в настоящий момент. Вот смотрите, какие вопросы. Какова ваша текущая ситуация в жизни? Как она на вас влияет? Нет, что влияет на нее, да, на эту ситуацию? Кто или что может нести ответственность за эту ситуацию? Какие влияния недавнего прошлого на вас? В каком направлении сейчас развивается настоящее? Что вы должны сделать, чтобы преодолеть трудности в жизни? Каких людей лучше иметь в своем окружении? От каких еще влияний вам следует освободиться? Что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию? И какое направление может принять ваша жизнь в результате перемен? Вот примерно такие вопросы мы будем рассматривать сегодня на 3 позиции. Я вот так делаю, чтобы вопросы было видно. И предлагается именно схема Кельтский крест. Самое это интересное, да, вот расклад попался именно в форме Кельтского креста. Вообще, каждый автор предлагает свои варианты Кельтского креста. Вот самое интересное, что это один из самых древних раскладов на Таро. Схема, да, одна из самых древних. Вот. Но каждый раз я встречаю все новые вопросы к Кельтскому кресту, потому что на нем можно рассмотреть абсолютно любую тему, любую ситуацию. Или вот как здесь просто описать вашу жизнь, да. Поэтому, давайте попробуем описать вашу жизнь, дать советы какие-то на картах Таро. И взяла я вот такие вот космические карты Таро. Они немножечко странные, как может показаться, да. Но многие у меня на каналах любят эти карты, они веселые. Ну и да, в них есть небольшая странность, потому что это тут сплошные инопланетяне. И не только инопланетяне, некоторые формы могут показаться вам излишне красноречивыми в этой колоде, но я думаю, что здесь не это самое важное, да, а самое важное именно то, что это все-таки интересная, яркая, красочная колода. Так, я вот решила сегодня взять наши такие вот камни, вот эти вот, которые я на ярмарке камней, не на ярмарке камней, а приезжал, магазин камней, да, или, в общем, они сделали свою выставку, и там продавали камни здесь, в Германии, и вот я вот эти камни купила, очень интересные. Так, хорошо, перемешаем нашу колоду тщательно. И, как всегда, награда тем, кто смотрит видео с самого начала. Послание высших сил. Послание высших сил. Я сильно растягивать этот расклад не буду, он и так огромный. Поэтому и слушать вам надо приготовиться на 10 вопросов по Кельтскому кресту. То есть неожиданно, конечно. Но, с другой стороны, я постараюсь на каждый вопрос не затягивать ответ. Да? Так, хорошо. Сдвигаем 3 раза, смотрим дно колоды. Дно колоды. Ага. Итак, тут у нас эти космические пистолеты, как они называются-то? Ну вот видите, интересные такие тут обозначения в этой колоде. Я это воспринимаю как 10 мечей, естественно, то есть тут у нас инопланетянами застреленный другой инопланетянин. В этом все нормально. И высшие силы здесь что хотят сказать, да, я вам объясню. Что на самом деле вот у вас заканчивается какая-то история, да, есть финиш, есть финал какой-то истории, и уже нужно забыть о ней и идти дальше вперед. То есть здесь послание высших сил говорит именно об этом, что все закончилось. Мол, допустим, вы хотите разрешить какую-то ситуацию, закончить какое-то дело. И вот у него уже итог, можно сказать. Мол, скоро ты увидишь конец этой истории, конец этого дела. Вот и все. И, соответственно, нужно будет что-то начинать другое.
То есть из той ситуации, которая есть, ты выходишь, да, и дальше ну, уже идет другая история в жизни. То есть с прошлым вам придется скоро попрощаться раз и навсегда. Хорошо, давайте теперь посмотрим, значит, наша первая карта в Кельтском кресте. Как она там? Ну, ваш должен быть, по сути, основной идентификатор же, да, ну, с другой стороны, почему бы и нет. Вот, но он тут звучит именно как ваша текущая жизненная ситуация, то есть, ну, вот как мы обычно делаем, да, в каком аркане вы живете. То есть это и есть, по сути, ваша текущая жизненная ситуация, правильно? Поэтому выкладываю здесь, значит, сегодня мнется скатерть, уж не знаю, какая причина, 3 позиции, 3 карты. Не обращайте на нее внимания, хотя я знаю, что она будет мозолить вам глаза, особенно перфекционистам. Вот, значит, 3 позиции, 3 текущие жизненные ситуации. Раз уж мы тут адвент-расклады делаем на 3 позиции, деваться некуда, да? Так, хорошо, зеленый кальцит. Все, забыла название, обязательно скажу. Ну, бывает, у меня вылетает. И черный агат. Просто вот этот камень, его добывают в Австрии, в месторождении. Только все время у меня вот это сложное название вылетает из головы. Хорошо. Он такой, смотрите, шелковистый, блестящий, интересный. Его еще как-то называют какой-то сияющий, звездный, сверкающий камень. Вот что-то такое. Вот. И вот научное это название. Актинолит. Точно, актинолит. У него вот такие вот, видите, зеленые вкрапления. Ну, это уже ладно, тут для геологов. Мы уже не геологи с вами, мы тарологи тут гадаем. Так, хорошо. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрали, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А я начинаю с 1 позиции, остальные убираю в сторону. Итак, убираем, значит, и вот наш зеленый кальцит, такой вот прикольный тоже. Прям, не знаю, на мармеладку многие говорят, похож. Так, ваша текущая жизненная ситуация, значит, это карта суд. Ну, это ситуация возрождения, воздаяния за все хорошее, да. Вот как будто бы высшие силы награждают вас за прошлые страдания в жизни. Вот такое ощущение по этой карте. Вот сейчас, на сегодняшний день, вы на пороге того, чтобы вот эти какие-то награды получить, на самом деле, и благословение высших сил. Может быть, вы этого еще не чувствуете. Может быть, вы еще, вот знаете, как бы по суду там же есть такой момент, что человек опускается на самое дно. Вот, может быть, вы себя еще ощущаете на этом дне, да? Но все равно явится вот что-то необычное. Здесь вот такой вот трехглазый инопланетянин. А в классической колоде это был бы ангел. Вот, что-то необычное вот такое случится, явится, да, явление для вас будет, озарит все вокруг, и вы восстанете, да, восстанете с вашей ямы, с вашего дна. И, соответственно, будет момент исцеления, возрождения, восстановления. Может быть, вы работу теряли, может быть, там, не знаю, мужа, жену разводились или теряли там какие-то просто близкие отношения, любимых, сталкивались действительно с настоящими, может быть, потерями, да, в жизни. Но жизнь, она не стоит на месте, пока вы живы, то есть она все равно будет идти дальше, и, соответственно, вот ваш момент возрождения сейчас идет там. Поэтому, да, карта вот она такая говорящая, она говорит, что вы вступаете в своей жизни на белую полосу сейчас. И, конечно, это очень хорошая карта. Так, затягивать не будем. Дальше, значит, что на вас влияет сейчас? Ну, или на вашу текущую жизненную ситуацию. Ну, хорошая, конечно, карта. 2 кубков, я бы сказала, да, сразу же так не буду сильно углубляться в колбы все эти. Вот, 2 кубков влияет на вашу текущую жизненную ситуацию. На вас сейчас это любовь, любовная какая-то история или союз. То есть именно гармоничный союз 2 сердец. Может быть для дружбы, может быть для сотрудничества, но чаще всего для любви. То есть союз для любви сейчас играет в вашей жизни основную роль. И очень влияет на вашу жизнь, на качество вашей жизни, и вот на наступление белой полосы, светлой полосы в жизни.
Очень влияет любовный союз. Ну, то есть, может быть, примирение с любимым человеком, восстановление отношений, заведение новых любовных отношений, нахождение своей второй половинки, вступление в брак, предложение руки и сердца, признание в любви. Вот понимаете, вот что такое любовное? Очень хороший светлый момент любви. Влияет сейчас на вашу жизнь, на вашу текущую ситуацию. То есть именно он, этот союз, и несет момент возрождения сейчас, да? Кто или что может нести ответственность за вашу жизненную ситуацию и вообще за то, что происходило, может быть, в прошлом, кто несет ответственность, что у вас под сердцем, да? И получается под сердцем повешенный. Ну, вы знаете, вот ваша жертва, да, вот постоянное состояние жертвы. Больше всего идет ответственность из-за кармических долгов, то есть за ваши какие-то прошлые там тяжелые моменты несут ответственность ваши же кармические долги из других жизней, может быть, да, или какие-то проступки, которые вы совершали в прошлом, вы за них там расплачивались. И также может быть такое еще, что просто были какие-то ситуации, когда вы ради других что-то делали, себя там кидали на амбразуру, но вам нужно было это, так как ваша душа решила вот именно таким способом отработать, да, какие-то вот моменты в жизни важные. И поэтому здесь могу сказать только одно, что раз у вас повешенный выпал под сердцем, да, вы имеете программы такие, что слишком всего добиваетесь в жизни с помощью только каких-то жертв, да, с одной стороны, с другой стороны, очень много делаете ради других людей и очень мало ради себя, себя любимого, да, или любимой. Ну, вот так получается. Вот. Хорошо, давайте посмотрим теперь. Давайте посмотрим, какие влияния на вас идут из недавнего прошлого. Так, семерка пистолетов, ну это мечей. Семерка мечей говорит о том, что было какое-то предательство в недавнем прошлом, и, соответственно, раз оно было, значит, вряд ли вы сильно доверяете людям, и, может быть, либо попадали в лапы аферистов, либо вас обманывали в любви, и вам сложно доверять. Вот. Хоть вы и жертвовали собой ради других, но люди вам платили не той монетой, совершенно не той, и, конечно, вам это было, ну, тяжело, да, переживать. Вообще восстанавливать доверие к людям в себе очень сложно. Почему? Потому что, ну, когда человек один раз так вот обжигается, да, ему, конечно, тяжело доверять. Но, вот знаете, все мы живем в этом недоверии. Почему? Потому что, вы знаете, как ни крути, нет людей, которых бы никто не обманывал. Неправильно карту положила. Нет людей, которых бы вообще никто никогда не обманывал. Помните об этом, что их не существует, в принципе. Их не бывает. Вот привыкните к этой, как сказать, к этой аксиоме, да. Давайте начнем там с детского сада, с того, что у нас есть там родственники, родители, бабушки, дедушки или вообще детский дом. Ну разве же в этих средах не обманывают никого? Конечно же, обманывают и постоянно. Вам могут наврать ваши друзья, там, родственники, любимый человек, кто угодно, потому что, ну, априори очень трудно встретить, чтобы, ну, всех людей, вот кристально честных вокруг себя, каждому человеку, все равно найдется тот, кто вас обманет, ну, в любом случае. Поэтому каждый из нас многократно был обманут, и ему сложно доверять людям. Вот. И, соответственно, если вы можете доверять, значит, вы добрый человек, который все-таки преодолел в себе желание быть озлобленным. Вот, понимаете, вы приобрели, может быть, этот опыт, потому что у вас есть на сердце как раз-таки карта доверия, двойка кубков. Хорошо. В каком направлении развивается настоящее? В каком направлении развивается настоящее? То есть куда оно идет, я правильно понимаю?
в сторону влюбленных. То есть вы идете в сторону отношений гармоничных, где вы можете доверять. Причем влюбленные – это твой выбор. Ну, то есть выбор человека, выбор твоей какой-то истории, выбор доверять или не доверять, да. Твой выбор именно по сердцу. И именно ты совершаешь этот выбор. Вот даже не этот человек, да, но у него свой в жизни выбор. Он тоже выбирает между тобой и кем-то, или там чем-то, и доверять тебе или нет. Самое главное, это вот в этой ситуации твоей жизни, это твой выбор, да. И, соответственно, вы идете в сторону влюбленных, в сторону союза гармоничного, двух половинок, а значит, что вы в себе нашли силы быть щедрым, добрым человеком, который не боится, что его будут обижать. А вы, значит, эту семерку мечей в прошлом, вы ее все-таки, ну, хотя бы частично, но проработали. И более того, по повешенному, быть жертвой вы не хотите. Быть жертвой вы не хотите в жизни. Вы хотите гармоничных отношений, где каждый вкладывает свою энергию, может быть, на равных, да? И совершенно не хотите быть просто жертвой в личной или в любой другой жизни. Это очень хорошо. Что вы должны сделать, чтобы преодолеть свои трудности? Дьявол. Ну, соответственно, дьявол – это убрать контроль, да? То есть, когда ты слишком контролируешь, допустим, там, своего любимого человека, окружающих людей, какие-то жизненные ситуации, то ты попадаешь в трудности, ты попадаешь в зону дьявола, он тебя берет в плен. Как только ты перестаешь контролировать, даешь на волю Бога, Вселенной, больше доверяешь, дьявол – это же подозрительность, да, это же чувство собственничества. Собственничество предполагает постоянную подозрительность. Если ты отпускаешь, не подозреваешь, не собственничаешь, то, получается, ты отдаешь на волю Вселенной. Раз ты живешь в мире доверия, значит, мир отвечает тебе тем же. То есть он тебя благодарит и говорит: да, мне можно доверять, и можно доверять тебе, доверься мне, и все будет хорошо. Когда с человеком вообще что-то случается, вот именно в плане доверия, это говорит лишь о том, что он подсознательно совершенно не доверял. То есть он звал эту ситуацию. И если начать доверять, да, всем, там, не знаю, Вселенной, Богу, то ты будешь звать к себе ситуацию доверия подсознательно. Хорошо. Каких людей вам лучше привлекать в свою жизнь, каких людей вы будете лучше ощущать энергетически? Так, девятка мечей говорит о том, что лучше всего вы ощущаете тех, кто испытал то же самое, что и вы. То есть какие-то предательства, чувство вины, жертву, страхи, паники. Вы знаете, вы можете, получается, их исцелять, влиять на них положительным образом. И, ну, логически это люди, нуждающиеся в вас, но не в плане, что вы жертва и кладете себя ради них на амбразуру. Нет. А скорее это люди, ну, вот, которые являются очень похожими на вас, и вы просто знаете, что с ними делать. Это уже не жертва, это подсказка. Но они же могут благодарны быть вам, друзьями быть с вами, близкими с вами, да. И в итоге вы создаете, ну, свое окружение из положительных людей. Они точно знают, что предавать других нельзя, а нужно действительно быть на равных, дружить правильно, вкладываться одинаково, вот, и быть честными. Поэтому я считаю, что такие люди, если вы им поможете в чем-то, они будут просто вашими потом там, близкими, приближенными, друзьями, там, соратниками. Так, хорошо. От каких влияний следует освободиться сейчас? Карта мага. Вы знаете, от влияния эгоистов. Вот карта мага, она показывает, что, ну, допустим, вами может на работе манипулировать начальник. Или может быть человек, допустим, который вам по сердцу, да, а может быть второй, кто эгоистично в вас заинтересован, в любви. То есть тот, кто как раз-таки будет постоянно манипулировать, играть вашими чувствами, да. И вот от этих влияний, конечно, лучше освободиться. Я думаю, что вы четко видите, о каком влиянии тут идет речь.
Если вы знаете, что человек эгоист, если вы знаете, что человек, ну, некий манипулятор, да, и он делает все только ради себя, а ты должен под него подстраиваться, ну что ж, эти просто связи, взаимоотношения не для вас. Бывает такое вот, что на работе, допустим, есть начальник, начальница, кто сутками манипулирует, и, ну, даже если не сутками, ну, ты отдаешь работе 9 часов жизни в день, это минимум, ну, 8, ну, там, если обед посчитать, 9. И плюс дорога еще туда-обратно. У некоторых аж 12 выходит. Если ты с начальником за этот день видишься хотя бы час, да даже хотя бы 15 минут, но смотря какие, человек может долго заседать в голове и каждый день обижая, все больше поселяться там, да, как некие негативные программы. И, соответственно, какой бы ни была хорошая работа, можно подыскать ей альтернативу, но с более хорошим там начальником, сотрудником, вместо этого манипулятора, чтобы жить нормально. Потому что, ну, большую часть времени проводишь на работе, да, и, ну, как ты можешь собой так, как бы, опять же, жертвовать. Поэтому следует об этом хорошо подумать. Что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию? Ну, ситуацию в вашей жизни. 4 дисков. Вы знаете, эта карта, она показывает, что вам нужно научиться экономить. Экономить энергию, экономить деньги, экономить ресурсы. Может быть, даже экономить себя как личность, да? Не раздавать, а именно сначала понимать, а куда ты это все вкладываешь. Ну, то есть внимательно следить за тем, куда расходуется энергия, средства и любые другие ресурсы. Это важно. Какое направление может принять ваша жизнь, если вы будете менять именно вот в ту сторону, да? То есть в результате вашей коррекции. 7 сосудов. Ну, карта показывает, что вы можете найти себя в плане самореализации. То есть научиться делать правильный выбор, понимать, чем вам нравится в жизни заниматься, иметь вдохновение, иметь жизненную расслабленность, понимать, что вам не всегда нужно проявлять огромную ответственность, что ответственность нужно уметь и перекладывать иногда, или просто не грести хотя бы ее под себя. То есть вы будете более таким творческим, расслабленным, гармоничным человеком, умеющим что-то решать для себя, а не для других людей, или ну, не кидать себя на амбразуру хотя бы. Ну, вот такой интересный ответ сегодня вам дали карты. И самое главное, что у вас сейчас близится очень хороший период в жизни. Советы вы получили, а мы идем к позиции номер 2. Ваша жизнь, текущая ситуация вашей жизни. Осматриваем ее, да, сегодня вот такой интересный тематический расклад. Итак, наш актинолит. И первая карта – ваша текущая жизненная ситуация. В каком аркане вы живете? Это шут. Шут – неплохая карта. Она говорит о том, что в вашей жизни идет полное обновление. Вы становитесь восторженным ребенком. Вы искатель приключений. Конечно, это период новых начинаний, там, новой работы, новых знакомств, новой любви, может быть, путешествий, может быть, вот так. То есть сейчас идет обнуление вашей жизни, вы вступаете на новый какой-то светлый путь. Тут явно выглядит карта как белая полоса, новая белая полоса в вашей жизни, то есть и открытая дверь, то есть вы входите в новую эру, в какую-то дверь, которая раньше была для вас закрыта, дверь возможностей. И, конечно, это очень веселая такая счастливая карта, она показывает, что человек может быть расслаблен и не думать о последствиях. Конечно, он рискует, когда вступает в новую эру, он рискует, что идет в неизвестности, и, конечно, каждому страшно, может быть, но здесь лучше не бояться, а отдаться на волю судьбе. Вот
Это самый лучший выход, я вам честно скажу. Хорошо. Сейчас наступает новая эра, да? Что-то обновляется. Вот Шута очень часто сравнивают с тем, что родился ребенок. Вот уж действительно жизнь поменялась у человека, да, если у него ребенок родился. Вот представьте, что у вас ребенок родился, что вы с этим сделаете? Или вы завели собаку, ваша жизнь в корне поменялась. Или, может быть, вы устроились на новую работу, там, переехали в другой город, вышли замуж, женились, что угодно. Это шут, это всегда человек идет в новое приключение. Так, что на вас влияет, на вашу текущую жизненную ситуацию? Что влияет? Это 5 мечей, 5 пистолетов. Карта показывает, что с вами кто-то враждует, вот буквально. То есть, с одной стороны, вы начинаете жизнь с нуля, вам интересно, вы входите в приключения. С другой же стороны, есть те, кто этим недоволен. То есть, вам всегда завидовали, у вас, скорее всего, есть какие-то недоброжелатели. И, соответственно, есть кто-то, кто против, допустим, против начала вашей новой жизни. Либо вам завидует, либо буквально имеет отрицательные, как сказать, последствия от вашего нового выбора, нового приключения. И будет вставлять палки в колеса. То есть интересно. Получается, вы-то в обнулении, такой вот светлый, яркий человек, входящий в новую дверь. Но есть кто-то, кто хочет вас задержать в старой двери, да? Угрожает вам буквально. Странно. У вас есть враг. Хорошо, давайте посмотрим, кто или что несет ответственность за эту ситуацию с врагом. Башня. Что-то произошло. То есть у вас есть некий враг или недоброжелатель, или какая-то негативная ситуация, и это происходит от башни, от разрушения, от скандала, может быть, какого-то, от вражды, от, может быть, какой-то негативной истории, когда был спорный момент, или вы кого-то, как ему показалось, этому человеку оскорбили, да. Получается, башня — это момент, когда люди очень сильно конфликтуют. Либо там берут, разводятся, уходят с работы со скандалом, увольняются, да, или еще что-то в этом духе, понимаете? Разрушают старое, начинают новое, вот как у вас, да. Получается, старое очень сильно цепляется за вас, у вас там есть враги, а вы все разрушили и собираетесь куда-то в новый путь. Но это старое, оно всячески вот так вот цепляется в виде ваших врагов за вас. Нет, ты останешься здесь, в этой старой истории, хоть у тебя тут все разрушено, а нам плевать, да? Там, не знаю, может, у тебя там старые кредиты, кредиторы такие, хватит, нет, ты никуда не поедешь. То есть что-то в этом духе. Или там старые мужья, жены, алименты. Вот. Ну, самих детей, конечно, винить в этом не стоит. Но сам факт, что какие-то обременения могут быть, там всякие дележки. Я вам скажу честно, вот если какие-то дележки имущества есть, бросайте и все, и наплюйте на это. Не стоит оно ваших нервов. Хорошо. Какие влияния недавнего прошлого идут на вас сейчас? На ваше настоящее? 6 мечей. Влияние вашего переезда, отъезда, ухода откуда-то. Или кто-то от вас ушел, уехал. Вот это влияет сейчас на вашу жизнь, на текущую ситуацию. Был явный момент, как будто бы ухода от проблем, или отъезда, или просто состояние, когда вы бросаете что-то, кого-то. Вот. Или от вас ушли, а вы и помахали ручкой, до свидания. Там. Или с работы ушли и не жалеете об этом, но кто-то явно остался там, кто об этом точно жалеет. И вот что-то вас тянет из прошлого, потому что вы именно вот что-то покинули там, понимаете? Конечно, это влияет на вашу сегодняшнюю ситуацию. В каком направлении развивается настоящее? Так, ну, здесь у нас 6 жезлов. В сторону победы развивается настоящее. И не просто в сторону победы, а как будто бы какой-то награды
и успеха, и признания со стороны не только ваших друзей, но и ваших врагов, кстати. Вы победите все ваши трудности и всех ваших недоброжелателей, причем в очень скором времени, скорее всего. И вы-то правильно входите в эту новую дверь, да? Ну и пусть цепляются, как говорится. Главное не поддаваться на эти провокации, и вы действительно победите. Просто не заморачивайтесь, будьте настоящим шутом. Шуту, кстати, абсолютно плевать на его врагов. Хорошо. Что вы можете сделать или должны сделать, чтобы преодолеть любые ваши трудности? Вышла карта двойка жезлов, да, двойка жезлов. Вы знаете, эта карта, она показывает, что вам нужно правильно планировать и делать свой выбор. Вот у вас есть два варианта, прошлое или будущее. И, конечно, будущее выбирайте. Ну, или настоящее, да, кто-то не верит в будущее, ну, тогда настоящее. Главное не выбирать прошлое, вот если честно-то. Дальше, значит, двойка жезлов, умение планировать, умение замирать в планировании. То есть, когда планируешь, не надо действовать, потому что ты планируешь. Ты же сейчас должен сначала продумать свою тактику, а уже потом действовать. Конечно, шуту это не очень свойственно, но какой-то план небольшой вам нужен. Так, каких людей вам лучше иметь в своем окружении, каких вы лучше почувствуете для себя? Туз кубков эмоциональных, творческих, любящих, умеющих выражать свои чувства и эмоции, интересных, креативных, необычных людей нужно иметь в своем окружении. Вы же шут, с тузом кубков вы отлично сочетаетесь, пробуйте, экспериментируйте, заводите связи с теми людьми, с которыми раньше даже не стали бы общаться, дружить. Но я не про тех, которые, там, не знаю, опасность для вас составляют или, ну, точно знаете, что совсем никак. Я, допустим, люди там, не знаю, писатели, художники, может, вы с ними раньше не общались, попробуйте. Или если наоборот, всегда общались там с художниками, писателями, там, всякой богемой, попробуйте с простым человеком пообщаться, с обычным, там, с инженером, или там, не знаю, с продавцом в магазине. То есть попробуйте дружить с теми людьми, с которыми раньше вы не дружили, не общались. Вот это для вас будет очень важно. И самое главное, чтобы люди были сердечные, эмоциональные, выражающие себя и особенно любящие, вот умеющие любить. Вот попробуйте даже вот как-то определить по глазам человека, умеет ли он любить и умеет ли он выражать свои эмоции и себя. Ну и общайтесь с таким человеком, да, попробуйте с ним завести дружбу. Хотя с таким человеком, кстати, очень просто заводить дружбу, у которого все через край. От каких влияний вам следует освободиться? Шестерка дисков – это влияние благодетелей. Но есть такие люди, которые говорят, мы тебе всю жизнь помогали, мы твои благодетели. Есть спонсоры, есть, ну, какие-то, вот знаете, вот как мы можем тебя порекомендовать. Вот от влияния почему-то этих людей вам стоит сейчас освободиться. Может быть, не та сейчас у вас история в жизни. Или еще, знаете, какой-то устойчивый коллектив по работе, сотрудники, где вы раньше работали. То есть стоит с ними, наверное, вообще оборвать все связи вот на ближайшее время. Почему-то так. Хорошо. Особенно, если вы меняете работу. Если не меняете, как вы связи оборвете, там уже тогда другая какая-то история. Благодетелей пока игнорируйте. Лучше вообще пока не общайтесь. Что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию в вашей жизни? Ага, десятка кубков говорит о том, что вам нужно держаться своей семьи, а если семьи нет, то людей, которых вы очень любите, ну, то есть друзей, например, там, родственников держаться, ну, вот именно тех, кого вы любите и с кем вы проходили в жизни какие-то трудности, да, с кем у вас были общие какие-то проблемы, может быть, с кем вы чувствуете себя гармонично, ну, то есть ощущаете их как чуть ли не свою семью, например, если у вас нет, правда, семьи, там, муж, жена, там, ребенок,
Вот если есть муж, жена, ребенок, да, то вам нужно как будто бы придерживаться их и быть вместе с ними, вот как будто бы полное единение, гармонию ощущать. Налаживать с ними контакты, связи, может быть, говорить, мы одна команда, вот так. А если нету, ну вот как будто с кем-то, вот кого вы ощущаете своей семьей, да, говорить, вот мы одна команда, вот держаться вместе, вот у нас, вот, не знаю, бизнес можно семейный основывать, или там дружеский бизнес основывать, понимаете? Вот что-то как вместе, надо держаться вместе, проходить все трудности вместе, мы одна команда, мы одна семья, объединяться, в общем. Тогда у вас ситуация в жизни будет улучшаться. Какое направление может ваша жизнь принять в результате ваших действий? Карта «Мир». В очень хорошем направлении пойдет ваша жизнь, если вы будете объединяться с людьми, а не только быть шутом, который идет один. Он всегда должен идти хотя бы как минимум со своей собакой, да? Собака, кстати, это друг шута. Но он, вот мы когда проходим второй, да, путь шута на моих лекциях, я так и говорю, что вот ты идешь, ты в воображении, в медитации, да, в этом аркане, вот у тебя есть путь какой-то. Ты проходишь этот путь, ты вот представьте перед собой дорогу, вот как она выглядит. Сначала мы смотрим, как она выглядит. Если на ней там камушки, препятствия, все убери, расчисти. А дальше ты идешь, вот кто с тобой идет? Кто-то считает, он один идет. Тогда все вроде бы в порядке, да? А кто-то считает, с ним там, не знаю, целый привесок, бывает даже до 20 человек, необходимых ему людей. И вот понимаете, вот действительно, вот как будто бы этому шуту, вот, который у вас, да, ему необходимы его близкие. Ну вот какие-то близкие, может быть, которых вы правда, ну, любите. Там ребенок там ваш, допустим, без своего ребенка никуда не пойду, да, кто-то скажет. Там муж, может быть, жена, и, там, или лучший друг, там, да, или мама. Ну вот не пойду и все. Ну вот есть такие люди. И причем всегда очень, когда мы это все разбираем, все-таки доходим до того, что у каждого есть своя жизнь, но в этот путь шута ты можешь взять с собой до 2 человек все-таки. Поэтому действительно, только тех, кто действительно этого сам, тоже хочет, что ты это знаешь. Вот. Ну, вот такая позиция номер 2. Я думаю, что здесь все понятно. У вас идет светлый период, новые возможности и победа в скором будущем. И совет, да, вот объединяться и вот говорить, а мы одна команда, мы все делаем вместе, то есть мы вот... И мир — это потрясающие результаты, то есть это полная гармония и успех в жизни. Вы можете добиться еще этого, и у вас есть вся надежда на хорошую, светлую жизнь в будущем. Многие говорят, что у них нет такой надежды и критикуют меня в моих раскладах, но это не так. Если хорошо с человеком поработать, вот, как сказать, то даже просто смотрите расклады, вы увидите, что своими собственными действиями вы можете в жизни добиться чего угодно на самом деле. Как я все время привожу пример, что если бы вы 15 минут в день, хотя бы год занимались йогой, у вас было бы совершенно здоровое тело без единой болезни. Но вы же этого не делаете, а всего 15 минут. И никто из нас этого не делает, поэтому что уж тут говорить. А мы идем к позиции номер 3. Третья позиция – ваша жизнь сейчас. Давайте посмотрим. Сегодня прям интересный, да, расклад вот, по адвент-календарю. Значит, наш черный агат. И первая карта – это какой у вас аркан. Я вот так подальше буду эти карты складывать. Тут у нас королева жезлов. Неплохой такой аркан. Он говорит о самостоятельности, о самовыражении, о сильной притягательности внешней и внутренней, о том, что вы цельный человек. Возможно, если вы мужчина, в вашей жизни сейчас роль играет женщина, которая очень важна для вас. Или вы на пороге того, чтобы ее встретить и очень сильно полюбить, объединиться с ней в пару. Вот. Если вы женщина, то вы очень самостоятельны, у вас есть лидерские качества, вы невероятно привлекательны, вы сделали себя сами и можете пожинать результаты. Вот просто
брать и пожинать плоды того, что вы уже преуспели в жизни. Вас можно назвать, вот вы молодец. Вот прям вот пожимаю вам руку и говорю, вот вы молодец. У вас в руках тут кое-что, о чем лучше не думать, но вы молодец. Вот понимаете, вот я говорю, что вы добились всего в жизни, что вот только можно было добиться. Вы скажете, нет, я не молодец, там, ничего я не смогла, там, да, а это неправда, вот оглядитесь. Вы всего добились, всего, что только могли, вот в силу своих обстоятельств. Просто никто из нас не ценит, вот часто не ценит того, что мы делаем. А ведь нужно сказать иногда себе, а ведь я многое смогла, если вы женщина, да, я многое смогла, потому что это было то, что в моих силах. И для женщины я бы еще сказала, что я смогла выше своих сил. Понимаете? Что влияет на вашу жизненную ситуацию? Это 10 дисков. На вашу жизненную ситуацию влияет наследие рода. В вашем роду были, скорее всего, очень много там, сильных людей, которые всего в жизни добивались тоже сами, и вообще яркие личности. На вашу жизненную ситуацию сейчас влияет какая-то, возможно, недвижимость. И также постоянное место работы и финансовое положение. Знаете, бывает такое, что, вот, допустим, тебя делает какое-то место работы, да, какое ты когда-то заслужил, или твоя карьера, и то окружение, какое там есть, или там твой бизнес, ну, либо то место, где ты живешь, твоя недвижимость, или какую ты хочешь, она тебя там двигает к цели, что я там шел к этой недвижимости, вот это была моя цель, вот это то, что я хотела, там дом, например, хороший дом. Вот понимаете, то есть об этом речь. Хорошо. Кто или что несет сейчас ответственность за ситуацию в вашей жизни, то есть кто еще влияет, что влияет, и за какие-то плохие вещи кто несет ответственность, может быть, вот так. Звезда. Ну, звезда интересная карта. Тут, вы знаете, может быть, первое дело не в ответственности, а именно во влиянии, допустим, кого-то очень популярного и известного. Тогда в положительную сторону. Дальше, может быть, вы сами известная популярная личность, и это сейчас влияет на вашу жизнь со всех сторон. А вот если все-таки в отрицательном смысле, то на вас может влиять кто-то, у кого есть либо какой-то дар, и человек даже, допустим, не соображает, как он влияет со стороны своего эгоизма, либо кто-то, кто находится очень сильно на расстоянии от вас, или имеет совершенно другой менталитет, национальность и так далее, либо... Ну, звезда, это может быть вообще мечта, да, то есть влияние на вашу жизнь, какой-то определенной мечты, которую вы всю жизнь мечтали осуществить, например. Вот, и вообще все завязано именно на то, что вы об этом всегда мечтали. Понимаете, то есть вот тоже вариант хороший. Вообще звезда как знак явилась в раскладе, еще и совместно со всеми этими хорошими картами, все-таки как благословение, вот мне так кажется, да, что... Высшие силы говорят, что скоро в чем-то повезет, исполнится какое-то желание. Может быть, даже заветное желание, может быть. Так, какие влияния недавнего прошлого на вас сейчас идут, да? То есть, как недавнее прошлое сейчас влияет на вашу жизнь? Ага, 2 пентаклей. Смотрите, в недавнем прошлом вы сталкивались, возможно, с жизненными качелями, с нестабильностью ситуации, и вам очень хотелось ее стабилизировать. Это до сих пор влияет на вас. Нестабильность могла быть связана с выбором или с желанием показать себя с самой лучшей стороны. И добиться с помощью своего мастерства и наработок всего-всего-всего. Но какое-то время вы действительно жили в нестабильности, особенно в финансовом даже смысле. И очень хотелось вот просто взять и вот как-то устаканить эти качели. До сих пор на вас влияет. Вы чувствуете, вот как сказать, даже веяние этого прошлого, да? Вот как будто бы даже когда деньги тратите, может быть, до сих пор думаете, вот как было тогда. То есть какие-то даже были коллапсы, может быть, вы знаете, как взлеты и падения.
Так, в каком направлении развивается ваше настоящее, то есть куда оно в будущее пошло? Король жезлов. Была королева, стал король. Это значит, что для женщины появляется сильный мужчина на сцене, так скажем, ее жизни, который может взять ответственность на себя, хотя она привыкла брать всегда ответственность только как раз-таки на себя. А тут появляется кто-то сильный, кто говорит, ну нет, я возьму ответственность. Это неплохо. Я не очень верю, что кто-то никогда не проявлял ответственность, а вдруг ее проявит. Ну, хотя такие случаи я видела пару раз в жизни, но это как-то маловато для статистики. Поэтому из говна делать конфетку, наверное, тоже не стоит, если вы сейчас в уме это пытаетесь попробовать. А вот для мужчины, вы знаете, вот вас вот эта центральная женщина в вашей жизни научит, наверное, брать ответственность на себя и научит быть мужчиной. Это интересно. И вы ведь правда добьетесь еще большего в жизни. Может, даже каким-нибудь крутым, там, не знаю, бизнесменом станете. Хорошая карта. Прям берете жизнь в свои руки, да. Но это для мужчины. А для женщины вот как-то вот нет. Вот как-то мужчина центральное место занимает в жизни и берет ответственность на себя. А для женщины это всегда приятно. Ну, не такая она, все равно любая женщина не такая командирша, чтобы ей неприятно было, что мужчина берет ответственность. Конечно, ей приятно. Так. Что вы должны сделать, чтобы преодолеть любые трудности, которые у вас есть? 4 сосудов. Научиться медитировать, приходить в себя, концентрироваться, замечать свои возможности, которые вы часто не замечаете. Как-то, вот знаете, такое ощущение всегда, что я и молодец, и не молодец, да? Вот надо научиться все-таки замечать в себе, что вы молодец, и свои вообще возможности, которые у вас нарисовываются-то в будущем. И также молчать, научиться молчать. В некоторые периоды жизни все-таки нужно следить за своим языком, то, что он говорит, и то, что он не говорит. И иногда нужно все-таки уметь, да, попридержать зубами и промолчать вот в каких-то ситуациях, которые могут реально принести проблемы. Вот у вас прям предупреждение идет, судя по этой карте. Ну, хорошо, давайте посмотрим тогда, какими людьми себя вам лучше окружать. Ага, 4 мечей, пистолетов, да? Ну, смотрите, тихими. Вот интересно. Мы тут с одной стороны видим яркого вас человека, да, с лидерскими качествами, возможно, сделавшего себя самостоятельно. А с другой стороны, что вам лучше себя окружать молчаливыми, спокойными людьми. Видимо, на ваш пылкий нрав лучше ложатся все-таки какие-то спокойные люди. Вы знаете, это правда, что, вот, допустим, экстраверты очень хорошо дружат с интровертами. Экстраверты с экстравертами кажутся друг другу очень шумными. Интроверты с интровертами перестанут разговаривать уже через 2 дня и никогда больше не встретятся. А может встретиться через 10 лет и скажут, что виделись совсем недавно. А вот интроверты с экстравертами дружат, правда, очень хорошо. И если вы действительно вот прям шашкой наголо махаете, все делаете там, создаете там каждый день по жезлам, то я вам скажу, что вам действительно нужны какие-то тихие, спокойные люди, которые будут вот ваш вот этот нрав лидерский, да, уравновешивать как-то в жизни. Вот извиняюсь, это у меня еще собака под столом спит, храпит как лошадь, и вот иногда подминает скатерть. Я извиняюсь. Если кому-то кажется, что у меня волшебство там происходит, двигаются карты, то это вот так можно, да, сделать, просто потому что я двигаю скатерть случайно там. Не обижайтесь, это не волшебство. Так, от каких влияний вам следует освободиться? 3 мечей. От любых, которые вас обижают. Ну, не нравится вам критика. Если кто-то вас критикует, может сказать гадость, ну, сразу вон просто из вашей жизни этого человека. И точка. Я бы так и сделала. Вы знаете, вот у меня прям привычка в один момент появилась в своей жизни, в какой-то вот определенный. Настолько часто я слушала в своей жизни критику, ну вот прям с самого рождения, что вот
вот не помню, вот сколько лет мне четко вот было, ну где-то под 30, и я просто взяла и удалила всех, кто, когда бы то ни было, доставил мне какой-то дискомфорт. Понимаете? Из своей жизни убрала любые такие связи и перестала общаться. Вообще перестать общаться очень легко сейчас. Ну, просто перестаешь и все, никто как бы не будет сильно бегать за тобой. Ну, конечно, были несколько человек. Вот. Но если так порядком объяснить, человек уходит и все. И вы знаете, вот через некоторое время я поняла, что... Вы помните это стихотворение? «Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало». Реально. Так и есть. То есть друзей найти себе, в принципе, хороших несложно. И на самом деле, даже если ты какое-то время будешь в одиночестве, это лучше, чем если ты будешь в окружении людей, которые там, не знаю, злятся, завидуют или еще, не дай бог, тебе в лицо что-то гадостное говорят. Ну, представьте, вот из серии тех подружек, которые приходят, а у тебя обои в квартире висят не те. Ну, типа, по ее мнению, что я должна обои как бы в квартире переклеить, да? То есть этот юмор в Инстаграме вы, наверное, видели. Хорошо. Что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию в вашей жизни? 9 жезлов. Вот видите, научиться давать отпор тем, кто вас обижает. Вот, знаете, вас когда-то взяли на слабо. Мол, ага, не выдерживаешь справедливую критику. Ага, критику не выдерживаешь. Ой, как ты реагируешь на критику. Меня, кстати, все время пытаются здесь на каналах на моих, да, вот у меня 3 канала, на вот это слабо и брать вот эти хейтеры. Вы знаете, да очень легко. Просто блокируйте и все. Тех хейтеров, которые в вашей жизни есть. Умейте давать отпор не руганью, а просто игнорированием, изоляцией. Это самое главное. И если вас кто-то обижает, ну, он просто должен идти вон. Не выдерживаешь критику? Да, не выдерживаю критику. То есть вам нужно однажды себе сказать: да, я не выдерживаю критику, блин. Ну, не хочу я, чтобы меня критиковали. Я чувствую себя от этого несчастным человеком. Я и так знаю все свои недостатки, все как бы. Есть люди, которые очень любят критику. И они считают, что если они услышали эту критику, они могут это исправить, и у них все будет good. Но есть моменты, которые ты просто не можешь исправить. Ну, не знаю, там, вот... Ну, недавно, вот да, вот, кстати, недавно у меня была такая критика прям в личку ВКонтакте гадкая, что у меня есть на губе родинка. Вот. Простите, миссис, да, мне пойти на операцию, ну вот что, как рак заработать, что сделать, да, вот что, чтобы я тебя удовлетворила. То есть вам нужно вот это понять, что... Вы не можете удовлетворить всех и устранить все те недостатки, которые типа вам критикуют, и вот вы такая вся или такой весь, вот можете вот справедливо реагировать на критику и потом вот просто устранять эти недостатки и вау. То есть один вам сказал, что у вас там лысая голова, вы вырастили волосы, да, или что вы сделали? Второй сказал, что у вас прыщи, вы избавились от прыщей у косметолога. Третий сказал, что у вас есть одна морщинка в уголке глаза. Вы пошли там, ну, кривые ноги, пошли там молотком их отбили. Ну вот что вы сделаете? И вот, понимаете, вот вы должны справедливо реагировать на критику. Если ты уже что-то сказал, хоть ты отреагируйся на критику, ты уже обратно это слово, как говорится, оно не воробей вылетело, ты его не поймаешь. Ты сам почувствовал, да, что ты сказал там какое-то дерьмо, и ты просто этого не скажешь больше, потому что ты это сам ощутил, когда говорил. Но, блин, хоть ты тресни, любая критика, на самом деле, она отражается на каждом из нас только дерьмом. И, соответственно, если вас критикуют, а потом говорят, ну что, ты не умеешь на критику реагировать, ну просто гоните в шею. И вот у вас четко прям, что вы вроде как человек молодец, но вы себя недооцениваете просто потому, да, насколько вы молодец, вы даже не ощущаете, что вам карты аж показывают. Просто потому, что есть вот такие, ну, какие-то люди, которые вас постоянно ранят, и вы, ну, должны дать им отпор. Просто их изолируйте от себя, и все. Так, хорошо. Какое направление может принять ваша жизнь, если вы просто дадите им отпор, да? Просто научитесь защищать свое личное пространство и вообще. Так, ну вот он, рыцарь, Реев Гансов, пистолетов, мечей. Смотрите, карта говорит о чем?
о том, что у вас будет очень большое рвение, особенно в бизнесе, в работе, в самореализации, в достижении своих целей. И почему-то идет момент неожиданности. Вообще рыцарь мечей — это карта самой большой неожиданности. Вот из всей колоды Таро она дает что-то резкое и то, что ты не думал, что произойдет. Интересное такое, да? Там, не знаю, внезапные гости, внезапные знакомства, встречи, заведение каких-то связей. То есть жизненные сюрпризы настоящие она дает. Очень часто неожиданные новости, какие-то прорывы в судьбе, поездки. То есть вот у вас будет что-то, что вас просто вот выводит из момента вот этого самотоковыряния. И некоторые, не знаю, депрессухи иногда. Вроде вот всю жизнь пашешь, да, там делаешь себя самостоятельно. И бах, кто-то тебя еще и обижает. Вот. А рыцарь мечей, он говорит о том, что вы уже будете, ну, все время на каком-то, не знаю, драйве, на впечатлениях жить. Что будет столько интересных событий, что вам будет просто не до этого. Плюс рыцарь мечей — это, опять же, для женщины, ну, все-таки интересный мужчина, да, который неожиданно появится в вашей жизни. Вот он, да, то есть тут 2 карты его обозначили, и просто скажет: ну я все порешаю, ну вообще все порешаю, да. Ну, вот такая вот 3-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.